Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Я не знаю, не все любители кино, но кто смотрел американский фильм «Молчание ягнят»? Вот это, да. Сегодня речь пойдет об этом новом ингушском варианте, как два отважных Робин Гуда и решили бороться за справедливость. Они после выхода доклада Мусы Маусагова и Ахмеда Погорова в 2001 году Семейный Ингушский конгресс доклад о границах и территориях Ингушетии 2021 года. Они это начали в 2018 году, когда сильно возбудились, что чеченцы обратно отняли у них свои чеченские земли, которые они подлостью и наглостью присвоили себе в 2009 году, когда присвоили себе одностороннем по порядку и росчерком пера главы Ингушетии Юнсбурга и Евкурова. И вот это их воровство раскрылось, и, конечно, чеченцы не стали ждать. И вот обратно вернули этот участок земли, который всегда был чеченским, и там проходила граница между, не граница, а так называемая линия разграничения Ингушетии и Чеченской республики. И вот этот два ингушских Робин Гуда, одного вы все знаете, потому что он постоянно во всех эфирах находится, это Ахмед Бархо, как бы сказать, нейтральный ингуш, который по-ингушски борется за эту справедливость. А есть другого его бывшего друга, который они почему-то расстались. Дружба не выдержала ни время, ни вот это Руслан Йолой. Вот этот Руслан Йолой вчера выпустил ролик, может быть, и раньше выпустил, но вот это на каком-то канале, и это вышло, и вот я внимательно, 20-минутное чтиво, внимательно посмотрел. Он, конечно, это Руслан молодец, что хотя бы немножко постарался, вот он вот это, взял этот доклад и по этому докладу решил найти несколько, не все, у нас ингуши своеобразно, только по-ингушски они ищут эту справедливость, и вот не как должно быть, или как вот взял учебник вот это, и вот этот сам доклад я не читал и читать не хочу, потому что уже знаю, вот кто не знает, вот то, что сейчас вот по всем интернету, вот все эти нарративы, ингушская земля дорого, вот эти чеченцы вышли из Ингушей, вот это все запичкано, вот этот доклад. 2018 года, они 3 года это писали, и не просто писали, конечно, им понадобится время, хотя, хорошо, это очень просто, у них до этого было вот этот институт, университет, все есть. В течение нескольких месяцев они могут написать его, но это же не просто так написать. Они хотят сказать, что этот договор между Чечней и Ингушетией 2018 года, то вот это сказать, что это несправедливо, это незаконно, а нужно же искать какой-нибудь базовый материал, и они очень долго искали. Хотя в 1973 году, когда сколько лет они были в составе ЧССР, вот они, их бедные несчастные там пытали, измученные эти ингушские интеллигенции, решил написать письмо, написали на 70 страницах, написали это письмо в Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. Хватило 11 месяцев, чтобы туда включить вот это, весь вот это свой, вот это, и 5 ингушских писателей писали. А вот сейчас, в 2018 году, понадобилось 3 года,
они это не от себя пишут, вот хотя бы там в письме вот стараются, вот в настоящее время они писали все это, а тут просто зашли в прошлое, историю, вот, исторически как бы составили. Хотя взял книжку, в течение полгода можно это написать, но там у них же своя задача была, чтобы с самого начала это была ложь, ложные вот это постулаты, и они решили очень, вот не просто найти учебники, где вот хотя бы вот то, что вот ингуша, где-то ингушин записаны, вот из этих учебников вот только сделать вот этот доклад. И вот это меня удивило, я внимательно слушал и думал, интересно, как это бывает о бирже. И вот очень много, вы знаете, вот он мне неизвестные имена, я очень много знаю вот этих историков, путешественников, вот но вот эти неизвестные имена, да, они, наверное, имели тогда, но это такой тоже спорный период во время Кавказской войны, вот это, то, что написано, вот они решили вот это, и там самое интересное, бросает в глаза, 1851 год, когда еще Ингушетия не создана, Ингушского округа нет нигде, и вот это они входят в военный Кавказский округ в 1931 вот, где-то. И вот понятия Ингушетии нет, и вот их как бы чеченское племя выше, вот это как бы, как и других чеченских тепов, они ставят эти ингуши тоже сзади ставят, что вот это. И вот на этом основании, вот это был доклад, и вот этот Руслан, бедный несчастный, как он говорит, я написал это заметки, они нам пообещали, что вот они прислушиваются этому. И вот это, он бедный, несчастный, ждал, представляете, 5 лет ждет, пока этот Муса Мальсагов и Ахмед Паргор. За это время можно умереть, за это может все что угодно, ураган, землетрясение произойти. Вот терпеливый парень, пару заметок сделал, 3 заметки, по-моему, сделал в этом докладе. А, Знаете, это с самого начала ложь, на этой лжи он решил найти их, поймать еще на другой лжи. Вот так это интересно. А не так сказать, вот хороший вот такой доклад, вот так вы говорите, что язык, вы говорите, что вот это, и само название чеченцев от этих ингушей, и все эти территории, все вот это. И хорошо, вот взять вот примерно всех, кого можно взять за эти 5 лет, можно было, вот они 3 года собирали этот материал, уже который написан, а он за 5 лет не смог ничего найти, только вот эти 3, вот эти заключения, где они явно врут, переделывают все это. Слово чеченцы они упускают, слово ингуш оставляют. Ну, вот это, можно было за эти 5 лет изучить сотни этих трудов и вот разнести пух и прах. Но мы же не преследуем эту цель, чтобы защитить чеченцев. Нет, мы просто свою честь, последнюю свою честь не отдать, вот так, в ингушском варианте, где на ингушском лжи, это вокруг этом лжи мы находим еще явное противоречие, вот это мы показываем. Не то, что вот да, это удобно, конечно, за это ты не пострадаешь, за это тебя не казнят, как некоторые вот эта робингудская позиция, да, это достойно похвалы, но это очень удобная вот эта позиция. Да, мы не любим ложь, потому что Аллах так, это неправильно, но вот знаете, дальше мы не будем, бывает борец за свободу, борец за справедливость, знаете, это такое вот до конца идет там, он там пыл, пух, прах, все вот это, э, камень на камень не оставляет, но докопается до правды. А тут очень просто пылинки сдуваем,
с этих бумаг, осторожничая. И как будто бы вот это, да, хорошо, доклад этот. А почему вот я слушал, да, это очень хорошо, что человек решил наконец-то открыть свой рот и высказаться. И я этого парня не знаю, это Руслан. И Ахмеда, да, мы Ахмеда очень часто слышим, видим. Вот он такой публичный человек, это Ахмед. Иногда в эфиры чеченской историка Башлама Чимаева приходит. Раньше приходил, сейчас я не знаю. Раньше приходили эти мужчины туда-сюда, у Азамата, Дишни, тоже чеченского филолога, они постоянно в гостях были. И вот мы можем просто, я могу составить картину, вот справедливость, интересно это, как она бывает. Вот этот Муса Албогачио, вот этот Ахмед Пагош, вот их рта, вот, а самому голова нет на плечах. Почему нужно просто придерживать вот этой линии и вот там найти противоречие? Вот это интересно. Почему нельзя, вот знаете, Ахмед, это самое, это то, что вы написали, это неправда, это ложь, вот это нет. И вот противоречие, вот это интересно. Найти, конечно, с самого начала это было ложное вот это высказывание, и сложное вот это свидетельство. И, и как можно вот так по ним идти, тоже непонятно. Я просто, у меня иногда красноречие теряется, потому что я не знаю, вот как это, в моем понятии, знаете, я очень много в жизни сталкивался с справедливостью, и знаете, я боролся как мог, даже сейчас я сижу, сколько мне плохого люди сделали из-за моих высказываний, даже я подвергал свою жизнь опасности смертельной. Вот это сколько всего было, я молчу, еще ничего не рассказываю. Угрозы, все вот это. И я же не останавливаюсь на полуправде. Я не знаю, я не ищу же легких путей. Вот как вот так интересно. И вот 5 лет человек, вот это мне понравилось, 5 лет ждет. Для чего? Чтобы потом сказать, что Муса Мальсагов ошибся в чем-то, некоторых, или Ахмед Пагоров ошибся. С самого начала это была ложь. С самого начала они не хотели правды, просто хотели присвоить вот свои... Они украли это узаконить, они хотели свое вот воровство узаконить. И поэтому это такой непонятный доклад, который прошлый. В 1934 году границы мы не вспоминаем, это не вспоминаем, то не вспоминаем. А когда русско-чеченская война, когда чеченцы воевали против России, вот тогда только появились эти пару, как сейчас, тоже тогда же тоже были вот эти карманные историки, карманные вот эти путешественники, археологи, которые вот они тогда уже, когда шла эта война, она шла же не 1 год, там 20 лет это шла эта война, и в конце они просто, когда эти ингуши самые рьяно бегали этим царю, и чтобы захватить эти чеченские земли, они сами вот это, мы ингуши, мы чеченские вот братья, вот мы хотим вот это, вот то, вот тогда они придумали этот род ингуши, вот тогда это было, когда шла эта война. И вот тогда они уже начали выпускать на эту плоскость историков, вот это с такими высказываниями. Не все уважающие себя историки этим себя и запятнали. Берже, не Берже, вот очень много этих известных людей, которые писали только про чеченцев. И были карманы, которые на этих зарплатах, вот они, да, что-то там заказ, как сейчас ФСБ давал указания,
Точно так же тогда вот они решили создать этот Ингушский округ на чеченских землях. И вот тогда, вот тогда и вот эти историки появились. Вот эти историки, вот два эти человека, вот в этом докладе, два вот этих, именно два человека, которые это написали, вот это, и то там они пишут про чеченцев, он там где-то там, когда чеченские эти племена, там вот это, то появляются эти ингуши задним числом. И вот это весь труд, весь это, вот это, несовременные, не доказательства по картам. Хорошо, 100 лет ваши ингуши эти, когда это Зязиков Идрис создавал, тогда какие-то документы взять. Или это документы Горской республики, Горской ССР взять. Или когда Ингушская область входила в состав Чеченскую область и создавали Чеченгурскую ССР. Вот эти ЧССР взять. Нет, ничего не берем. Мы берем какие-то сомнительные высказывания путешественников, и то они не пользуют ингушей, а пользуют чеченцев. И вот это дух трех вот этих, то, что вот этот Руслан мне высказал, вот два вот это, они вот когда писали доклад, два вот таких источника, где как-то можно было вот это, кроме этих двух, были еще сотни других, которые не писали продуктов царских надзирателей и не сотрудничали вот этими царскими властями. Вот тоже это самодостаточные люди были, богатые люди. Они не могли себе позволить свою честь запятнать. И они же историки, они же путешественники, археологи. До этого несослушный народ вдруг решили, русские во время Чеченской войны против чеченцев создать другой народ. Да, это какая-то была, наверное, племя, какой-то вот этот общинник где-то, что, да, вот это, но не было народа. Вот народ они решили создать в 1862 или 63 году, 1860 году. И вот это странное ингушское чтиво мне очень понравилось. Ну, такие дела. Меня просто удивляет позиции ингушей, которые не руководствуются современным вот этими документами. Вот России, до этого была РСФСР, до этого была Чечено-Ингушская ССР, СССР. Нет, мы это не пользуем. Мы всегда, когда нужно ловить рыбку в темном пруду, в темном омуте, вот мы всегда вот это непонятно, вот, это не точно, вот история, это как, это не... И вот это вот всегда прошлое, вот, бывает, вот это, кто это написал, кто вот это, именами мы представляем, вот это мне понятно. А почему нельзя хорошо историю СССР взять, доказать чеченцам, знаете, вы чеченцы, вы никто, мы ингуши великий народ. Вот докажите. ЧССР возьмите, докажите. Или Российская Федерация докажите. Даже это царская, вот, Россия, это российский, вы хотите доказать нас, историю Российской империи, которую вы знаете, да, товарищи? Хорошо знаете, прекрасно знаете, что во время существования Российской империи вы, ингуши, были ихними, как вам сказать, подчиненными, обслуживающим персонала, прислуга, а мы, чеченцы, воевали с ним. И, конечно, там были и порядочные люди, как сейчас, среди вас тоже, товарищи ингуши, как этот Руслан и Ахмед, а были и непорядочные. Точно так же историки, то же самое. Кто-то был на зарплатах, и вот министерство какого-то, вот что они скажут, что они писали. И вот, конечно, появилась идея, а почему мы противовес чеченцев не создадим великую нацию ингушей, которые их захватит, их порабощит, этих чеченцев. И все, проблема, вообще проблемы не будет. Вот они просто заблуждают, потому что эти ингуши красивые речи,
понтовались. Он же ничего нет. При одном выстреле на Израиль сейчас даже, через 100-200 лет, вот я боюсь, некому будет защищать честь ингушских женщин и матерей. И вот это ингуши-то не знают, кто они такие, вот этот Россия и знала, да, мы воюем, знаете, в лесах, кустах, в горах, ущельях, но вот так великие в этом разговоре ведем. И вот просто им показалось, что это тоже, наверное, тогда же тоже врали, что это все это ингуши. Мы просто поднимем восстание, и Чечня пойдет, потому что они все станут обратно. Это бывшие ингуши, сейчас очеченились. И вот сейчас вы сделаете нас главной силой, мы этих чеченцев снова обратно из ингушевим. Вот такое понятие, и вот это кавказское повезло одно, что они находились именно на этой Кавказской военной дороге, и многие путешественники, да, зачем им в войну, вот они вот проходили всегда мимо Владикавказ, и вот эти все басни, сочиненные вот этим путешественникам, вот эти ингуши, вот, вот в свою сторону вот придумывали все эти басни, рассказы. Но это, знаете, это просто сама история чеченцев, вот она, знаете, неколебимая, вот она. И хорошо, что не мы писали, история сама писала про нас. И вот великие люди, великие имена, всем известны, все давно за это написано про это. Даже ЮНЕСКО, вот все эти памяти считают чеченскими, не ингушскими. Конечно, они сейчас будут бегать всеми, но это вот так это, вот так это. И вот стараться, знаете, от того, что два ингуша что-то в рот открыли, от этого нам, чеченцев, не худо, не бедно. Потом, о, какие они хорошие. Они вот странно. Вот я Ахмеда Барху слушаю, вот этот дискуссии с Азаматом Дичневым. Вот это. Я не знаю, кто такой Ахмед Бархою, но я знаю, кто такой Азамат Дичный. Этот мне не понаслышке, просто когда в гостях вот мой старший брат, да, поехал в Грозный, там в гостях у него был. Он тогда был школьником, учился в колледже, такой перспективный, такой вот. Мой брат рассказывал вот про это Азамата, несколько языков знает, французский, английский, по-моему. Очень много языков учит. Вот. Он говорит, вот из него что-то будет. Но он вот так выбрал профессию филолога. И хорошо, что он так и говорит. Он очень говорит немного, такой, как сказать, очень вежливый человек, добрый. Но он говорит очень четко, метко. Когда его спросили, почему нет у мужчин своих танцев не было, ничего не было. А он говорит, а почему они должны быть? Это я дичный, у меня есть у дичного свои танцы? Нет. Точно так же, ингуши тоже были тэпами, вот у них тоже это не было. Это сейчас. Она великая нация с помощью русских. И тогда это войны. Вот сейчас, вы заметили странность? Вот тогда они вот стали ингушами из-за того, что кавказская, из-за чеченцев. Сейчас тоже, после двух этих чеченских войн, вот выгодополучатели они и образовались, и вот это, с одной стороны, это хорошо, что меньше подонков у нас будет, среди нас, а то раньше не было бы этой границы. Это они, вы помните, да, кто жил в СССР, как они жили? Вольготном, Грозном, смешались с нами, и нам, чеченцам, очень было сложно. Сейчас хорошо, что своя граница, подонки ногой ступят на нашей земле, мы будем знать, что это ингуши, это именно, вот, это очень легко. И нам что? Нам просто сидеть и рассуждать.
сейчас, конечно, очень сложно в наше время, потому что эти трагедии, эта река Аса, что-то там тонет, один тонет, потом другой тонет. Поэтому я немножко молчал, не активничал. Немного нравятся вот эти вещи, но знаете, я не знаю, как мы можем все это мимо ушей. Вот даже вот этот человек очень осторожно, очень конкретно. Знаете, с одной стороны, никаких претензий нет, вот он нашел это противоречие там, нашел ложь, но это ложь лжи — это странное понятие справедливости. Вот это. А нельзя просто оставить это. Хорошо, доклады вот это есть, а сейчас докажу я, что это не так. Взял других источников и прошелся по ним. Нет, он заходит туда, вот они что-то сказали, заходит туда и эту фразу поставляет. Вот видите, там не написано так, там написано немножко по-другому. Вот такие дела в наших краях. У нас, конечно, сейчас август месяц, у кого-то жаркая пора, кто-то отдыхает, кто-то веселится, кто-то работает при таком жаре. В Европе аномальная жара, снова предупреждение. Сейчас даже странно получать. СМС мы сейчас начали получать, что опасность жары завтра будет, послезавтра будет тоже. Наверное, в России это привычные вещи, но у нас впервые мы так получаем. Но они уже учатся на своих вот этих делах. Я, конечно, в августе месяце никогда отпуска не бывает, к сожалению. Хотел бы, конечно, немножко подохнуть, немножко развеяться, но вот такая наша жизнь. Такая наша жизнь. Ходим на эту работу. И надеемся всегда на лучшее. Мы, честно, если честно сказать, никаких претензий к этим вещам не имеем. Просто мы имеем претензии в том плане, не как народ, пусть уже состоял. Мы это признаем, вот это все было. Но вот это их желание нас ущемлить, их желание нас оскорбить, их желание нас стереть это с лица земли. И нашу культуру, и нашу историю. Вот это что? Это как пишется, это как отзывается, товарищ. Вот об этом речь. Поэтому есть хорошие имши, есть плохие имши. Нет, мы вот так будем говорить. Подонки не живут, эти подонки не живут в Москве, не в Краснодаре, не в Грозном, они живут в вашем Азране, Магасе и в других этих населенных пунктах. И вот это из пены рта, вот как это называется? Это называется простым словом предательство. Но вот такое дело. Ну вот такие дела у нас, такие дела. Ничего такого не происходит. Я смотрю, и, конечно, снова вот эти, просто я здоровье хочу себе свое беречь, не хочу возбуждаться снова. Потом вот эти... Самое интересное, вот эти чеченский историк Башлам Чимаева поместил на своей странице вот этот скрин вот этих решений Грозненского суда до 2002 года. Али Димаев был истцом, и он выступил, конечно, его отец написал 400 произведений, и я подробно этот скрин не видел, внимательно, но просто посмотрел этот ролик, ну что я там, скорее всего, если состоялся суд, он признан наследником всех произведений своего отца, Умара Димаева. Это в международном авторском праве, это так считается.
Но вот это, ну, он конкретно там были указаны, по-моему, 40 или 60 вот этих его произведений. И самое интересное, ингушский танец, вот этот, который ингуши с пеной у рта, так старают, сколько они роликов сняли, доказать, что это нет, это не Али Димаев, это мы сами ингуши, там, это наша азранская лезгинка. И вот никак. И вот это сейчас точки жирные поставлены на решение суда, что это является Умара Димаева, это его вот это произведение. И вот этот, скорее всего, он, конечно, это 400 произведений он не унес, но вот этот, который спорный, скорее всего, который хотят эти ингуши присвоить себе или другие, там же очень много у него вот эти. И вот он добился того, чтобы ее, за ним признали авторские права, что это вот тот сын Умар Димаев вот правильно пошел по юридической плоскости. Вот так. Я сейчас слушаю песни Маки Межиевой, очень много у него песен. Тоже это нужно нести авторские права, заявить. Вот этот автор, вот это, ой, это рай, его вот этот Дагмара песни Умара Димаева, по-моему, композитор, там, я не знаю кто. И вот этот вот это является основанием, что это ингушское, это плагиат чеченской песни Дагмара, но да, автором взяли ингушского, не ингушского, чечен-ингушского поэта Сед Махмада Пеплиева на эти слова, и Рая гармонистский ансамбль в войнах, под композиторство Раи Егорлоева. Вот, конечно, все эти, она же любительница вот и танцы, и песни, все, вот музыку, вот она, вот это. И вот она, вот этот, там видно, что это композиция Дагмара, но так изменено, и слова. И потом основание, что этот слова музыка, там же идет речь об музыке, и вот слова ингушского, не ингушского, даже он не ингушский, он даже он родился, да, в Ингушетии, после депортации приехал в Грозный, там остался. Он в Ингушетии жил, и он точно так же, он чеченгурский, это то его произведение, там оно не может быть спорным, когда это произведение человек чеченгурский, чечена, не ингушский чечена писать, а чечено-ингушский поэт. И вот это его произведение ровно столько же, сколько ингушей и чеченское. Оно вот, он там творил, в городе Грозном. Они Азрани, не Далакова, не Ожичах, а в Грозном сидел, после депортации приехал, как все ингуши, как все эти поэты, поэтессы, писатели, драматурги, все они жили в Грозном. И они не потому, что ингуши их там устраивали, и дикторами устраивали, и ведущими, и ректорами, не потому, что это Ингушская республика, они их ингуши устраивали. Нет, это была и чеченская, и вот это ровно любой труд тогдашний, оно сейчас они ингуши не могут задним числом сказать, когда созданное ЧССР, все это произведение, все вот это не ингушское, это другого образования. Вот после 1992 года все, что создано, это уже чисто ингушское. А до этого общее достояние и чеченцев, и ингушей. И никакого отношения Республики Ингушетии 1992 года оно не имеет. И вот это ингушское, вот это Жиджелан, знаете, это то же самое. Хамхоев это написал. Хамхоев был, это тоже достояние ЧССР и чеченско-ингушского народа. Оно не может быть присвоено одним ингушам, если это написал, примерно, я говорю, Хамхоев, да, но исполнил чеченский певец, или музыка сочинил чеченский композитор, или стихи, или
по-другому, сочинил чеченским, или музыку сочинил ингуш. Это не может быть чисто ингушским произведением, оно не может быть национальным ингушским произведением. Да, которое вы создали с 1992 года. Вы сочинили, вы спели, это ваше. А то, что в другой республике было создано, она не может автоматом, это наше ингушское. И вот это у вас очень хитрая вещь. Много чеченцев, я удивляюсь, я честно, что я не академик. Вот эти, нельзя вот эти манипуляции ингушей. Это на всем, это вот такой манипуляция. А сейчас вот эта манипуляция, что именно идут в Кавказскую войну, чтобы доказать, когда Ингушев вообще не существовал на этой земле, вот они доказывают там, что кто-то там где-то там в своей очерке написал, и вот это есть основание, что это все. Кроме этого одного, вот это путешественника, кроме этого одного археолога, больше в мире не существовало никаких других, которые сотни уважаем, стократно. Эти вообще любой хватается за любой никнейм и вот старается нас обдурить, нас обмануть, нас завести в заблуждение. Я не знаю, какой должен быть он талант, какие должны быть вот эти. И Давид Рамзан Паскай, он все свои произведения, он же тоже композитор. Это Тамаре Дадашевой нужно все свои композиции, авторские права, через суд, через вот это. И вот нужно стараться, товарищ, как-то от себя обезопасить, потом вашим внукам, чтобы не приходилось вот так, как мне сейчас сидеть. Да, я тоже мог бы внести в лепту это, так как я пишу человек, я мог бы все это, вот откуда я знал? Я же не могу знать, что будет в будущем. Я знаю, что было в прошлом, я знаю, что было настоящее, а будущее я не могу заглянуть, потому что это очень сложно. И вот если я знал бы, что вот такой будет сыр-бор, я воспользовался своим, вот, как можно сказать, служебными возможностями, я много чего бы сохранил бы, много чего бы сохранил бы. Да, это кажется очень сложно, когда ты пострадаешь от этой войны, хотя бы что-то сделать. Вот у нас введено всю свою жизнь, эта женщина работала не паспортным, где записывалось рождение детей, вот это. Акты гражданской записи, я не знаю, как это называется, ЗАГС, да, ЗАГС. Вот это, там тоже регистрируют свадьбу и регистрируют рождение, все вот это. Вот эта женщина всю свою жизнь проработала там, и она, когда началась война, фляги, знаете, итальянского, вот это, которые раньше в Советском Союзе алкоголь, воду, мед, вот это использовались для вот такого габаритной этой фляги. Она весь архив Веденского района, за всю вот существование Веденского района, она вот эти металлические фляги под землю, представляете? Вот такая была патриотка. А в Ичкерии никому в голову не пришло это все закопать или отвезти Азербайджан, где-то там сохранить. Нет. Мы, да, только вот так. И вот вывести весь архив, госархив, телевидение куда-то, вывести в какую-то другую страну. Вот не знаю я, почему это в голову не пришло. Вот она сохранила весь архив. Представляете, когда я приехал домой, мне нужно было какой-то акт записи свое рождение. Она даже меня вспомнила. Говорит, ты сын вот это. Даже вы представляете, как это должен быть человек, заведующий вот это ЗАГСом Веденского района. Как сейчас я имя забыл, имя даже знаю этой женщины. Вот она, да, я могу посмотреть свое свидетельство рождения, узнать. Типсую, по-моему, я не знаю. Сейчас я боюсь ошибиться. Вот она даже меня вспомнила, даже мое рождение. Вот такие люди, конечно, было очень мало. Переживаешь за свой народ, за свою судьбу. Вот это, я в предыдущем выпуске про эти Ичкерии вам рассказал, как они. Вот тоже претензии, это Ичкерии, что вот это тоже.
И вот это нужно быть, конечно, немножко... Вот я тоже расслабился, хотя я снимаю много, но я их не ставлю, потому что одной стороны, это кажется, как это можно снимать видео и не ставить, а с другой стороны, зачем все попало вставлять? Иногда мне свои речи не нравятся, иногда свои эмоциональные обороты мне не нравятся. Но это я учусь, я просто решил, что главное, что у меня получалось. Блогерство — это нелегкая работа, это очень сложно. Даже когда ты садишься на камере, ты примерно представляешь, что ты будешь говорить, но это же нужно говорить грамотно, красиво, и чтобы не путаться в мыслях. Это очень сложно. Тем более ты микрофоны, ты ничего не слышишь, что происходит вокруг. И иногда даже ошибку свою мог бы исправить. У меня бывает тоже очень много вот эти. Ну вот так мы... Это очень интересная работа, конечно. Жалко, что у меня сейчас постоянно работа. Если не было бы работы, если что-то вот такое, я бы, конечно, занялся бы... Это тоже для меня учит. Очень много вещей я узнал. И хотелось бы кому-то дать интервью даже. Чтобы... Я смотрю многих. Вот у них не получается, как мне вот этот раскусить, вот этот пазл полностью. Да, вот они идут, вот так, они пытаются доказать, а там ничего не надо доказывать. Просто их нужно, их не ложь, вы знаете, вот как, почему они, их не манипуляция, нужно докопаться до них, а вот документы, я не историк, я не академик, документы я бросаться не буду. Вот эти нестыковки я могу, конечно, понять, и вот это, их очень легко, как облупленных можно понять, это лицемеров, лжецов, человека ненавистников, как они достали, если честно. Вот что нам мешает в нашей жизни. И так сколько всего с нами происходит. Я не говорю о себе, просто о людях. У каждого свои проблемы, свои заботы. И вот эти люди пытаются еще... И так нам гадко на этой душе пытаются сделать еще хуже. И вот эти люди, если они, это же преступники, это же скрытая враждебность, это тон преступники. Если они могли бы, они, знаете, сделали бы многое. Из-за этого, вот почему я не примирим этим ингушам, потому что я знаю, если они могли бы, они сделали бы хуже. Они вот даже сложно представить некоторым людям, что вот человек может дойти до этого. Да, в человеке зверь, вот у него звериное просыпает, вот у них проснулся это звериное, это нечеловеческое, еще прикидывается мусульманам, еще прикидывается братьям, еще, знаете, такие речи видят, и вот угоду себя, все. Вот этот, посмотрели, какой-то осадок в сердце, нужно, как будто бы он пятиклассник, сидит и вот не может ума, только вот на это хватило, на эту ложь хватило это ума, чтобы их на это лжи разоблачить, сама в ложь туда залезть и разоблачить на этой лжи, а самому головы нет, просто как я сесть и просто рассказать. Знаете, да, я ингуш, да, конечно, мне обидно и больно, когда что-то с моей республикой происходит. Да, я люблю свою республику, потому что я родился, как чеченец любил бы свою Чечню, как осетин любил бы свою Осетию, как кабардинец любил бы свою Кабарду или Адыгею, Карачаева, Балкарс, Балкарию и Аварс, Дагестан. Точно так же я ингуш, я люблю свою страну. И мне очень обидно, что мы, знаете, что бы вы ни говорили, мы с чеченцами, у нас братские узы. Ни с кем другим народом у нас их нет. Ни с грузином, который вы говорите, что у нас есть братские узы, ни с этими балкарцами, карачайцами. Нет этих братских уз у вас, кроме чеченцев. И вот на основании вот этой многовековой отношения чеченцев и ингушей, одного войнавского народа, вот человек мог бы, этот Руслан, грамотный человек, сесть за эти 5 лет, докопаться до этой правды
и просто выдать это. Нет, мы же не ищем эту цель. Нам нужно просто быть ингушом всегда, за ингуша топить и просто копаться этой грязи, и там найти еще грязно что-то. Вот это вот катит. Я просто простыми словами вам это говорю. И мне, порядочным человеку, кажется, это какой-то обман. Хотят чеченцев, знаете, вот такими мелкими правдами, хотят чеченцы немножко расслабить, сказать, что, знаете, даже мы, ингуши, некоторые стараемся вот докопаться, правда? Это, конечно, это когда человек ждет и где-то там покажет, вот это радость. Ну, моя радость, у меня этой радости нет, потому что я вижу еще дальше. Почему человек только по этим бумажкам, которые написали, эти непонятные нити, листят, а почему нельзя просто взять эту карту? Вот ни одного ингуша не было, не нашлось до сих пор. Женщин, которые носят эти плотки, это мужчин, которые носят эти папахи, эти брюки. И не нашлось еще до сегодняшнего ни одного ингуша, который сказал бы, что 1934 году, когда они присоединились, в 1936 вот я уже ЗПУ, сколько всего я говорю в эфире, что я начал некоторые даты путать. И вот никого вот в создании ЧССР, вот ни один человек не сказал, что вот это, знаете, когда мы входили, это в состав нас не входило. Это же юридически правильно. Вот это доказательство того, что есть, и что можно сказать. Но вот еще не нашлось. Потому что на дранском рынке продают фальшивые платки, фальшивые брюки. Это китайского шипотреба. И вы понимаете, да, где Шанель и где китайский шипотреб. И вот это так, это вот так. И сил недостаточно, и смелости не хватает. Да, закрытыми никнеймами мы очень смелые люди. Претензии, хорошо, что чеченцы не так разложились, что хотя бы есть какая-то граница, куда они не могут переступить. И я рад, что мы, чеченцы, вот они ингуши. А вот ихняя правда, она, знаете, ложь обречена на погибель. Вот такое. Бедный этот тайский студент сидит, молчит и слушает нас, не понимает нашего вот этого. Вот это так, лучше бы молчал бы, конечно. От того, что ты 20-минутный ролик снял, молчал 5 лет, вот это нам ни погода не сделала, нам и не прибавила, не убавила. Вот так это. Наверное, Бог вас создал, товарищи мужчины, чтобы нам не было скучно жить, если честно. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Вот сейчас даже вот вы видите, да, мой настрой, я иногда не хочу даже комментировать. Вот, знаете, это когда это ниже достоинства вещи, которые происходят в этом непонятном уголке земли. И я думаю, что, не знаю, нужно надеяться, скорее всего, что есть там тоже достойные люди. Не все люди, я уверен, что есть, потому что в своей жизни я их встречал. И вот пусть сейчас временно вот эти негодяи, подонки и лжецы там ведут этот бал, но за нами последнее слово. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем вам. До новых встреч.